Какое будущее ожидает председателя правительства в современной России? Например, после отставки он может стать послом в какой-нибудь родственной державе, допустим, на Украине, и войти в новейшую историю автором бессмертных крылатых фраз, как Виктор Черномырдин. Можно поруководить правительством всего 5 месяцев, потом объявить дефолт и девальвацию одновременно, и после чего долгие годы выстраивать новую репутацию, как Сергей Кириенко. А еще бывший премьер-министр может возглавить какую-нибудь палату, торгово-промышленную, как Евгений Примаков, или счетную, как Сергей Степашин. Должности хорошие, звучные, разве что без серьезной ответственности. Но что еще нужно, чтобы встретить старость? Можно выбрать и более экстремальный вариант – обидеться, взяться за разоблачение начальства, лишиться приватизированной госдачи и заработать репутацию оппозиционного политика. Правда, мало кому известного. Так поступил Михаил Касьянов. А можно никого не разоблачать, ничего не решать, никому не перечить и в награду за лояльность получить очень важный пост – пост руководителя службы внешней разведки. Как это вышло у Михаила Фродкова. И, наконец, можно из Белого дома переехать в Кремль, причем дважды. Перед нынешним премьер-министром России открываются самые разнообразные перспективы, кроме одной – стать самостоятельным политиком.